Продолжаем освещать самые заметные события. В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Сроки закрытия навигации установлены. Расскажем, в каких районах и с каких чисел запрещен выход маломерных судов. Успеть за 10 дней на подземном руднике «Удачный» готовится к плановому ремонту. Впервые в Якутии запишут серию музыкальных аудиокниг для слепых и слабовидящих. В каком году планируется выход? Начнем наш выпуск с эпидобстановки. За последние сутки в республике выявлено 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 127, в Амгинском районе 9, в Вилюйском, Хангаласском районах по 8 случаев. 6 заболевших в Татинском районе. В Мирнинском и Намском по 5 случаев. Еще в 19 районах республики зафиксировано от 4 до 1 заболевших. Тем временем работодателям рекомендуется перевести беременных на удаленную работу. Всемирной организацией здравоохранения беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19. С целью обеспечения безопасности здоровья мамы и будущего ребенка работодатели должны принимать все меры, чтобы обезопасить от возможного заболевания новой коронавирусной инфекцией своих работниц, беременных женщин. Их рекомендуется отпускать на удаленный режим работы. Если такая возможность отсутствует, то работодатель может предоставить ежегодный отпуск или по заявлению работницы оформить отпуск без сохранения заработной платы. Сегодня, 30 сентября, Управление газораспределительных сетей АО «Саха-Транснефтегаз» проводит работы по консервации газопровода высокого давления диаметром 300 мм под автострадой на улице 50 лет октября. Горожан и гостей столицы просят быть бдительными в районе торгового центра «Ураса-Молл». Ранее, в августе этого года, на данном участке была обнаружена утечка газа, которую оперативно устранили. Сегодня там проводятся пневматические испытания. В Якутске на проспекте Ленина завершается первая фаза работ по капитальному ремонту. Сообщается, что городской канализационный коллектор номер 1, находящийся под землей, отремонтирован на 90%. После этого будет дан старт второй фазе, работы которой пройдут снаружи. В этом году будет проведено устройство земляного полотна первого этапа от улицы Кулаковского до улицы Сдержинского. Планируется, что данный участок будет полностью готов в конце сентября следующего года. В период работ движение транспорта будет частично ограничено. Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина является самым масштабным проектом в городе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Полностью ремонт улицы будет завершен в 2023 году. Мы планируем перекрывать по полосам, чтобы в любом случае движение оставалось, но оно будет, конечно, ограничено для того, чтобы сократить количество транспорта на проспекте Ленина. Будем уводить части маршрутных автобусов на параллельные улицы Ярославского и Орджоникидзе. Именно с этой целью были в прошлом году отремонтирована улица Орджоникидзе. Там были сделаны автобусные карманы, заезды, чтобы можно было запустить автобусы по улице Орджоникидзе. В связи с выпадением мокрого снега проводится откачка дождевых вод с заниженных мест дорожного полотна. Сегодня на городские улицы вышло 10 единиц спецтехники. С утра на откачке луж задействованы 3 машины. Откачивают по проспекту Ленина, улице Черяева, Губина, Богдана Чижика, Лермонтова и Аюнского. В зависимости от продолжительности осадков задействуем дополнительную технику на откачке, сообщили в МУП «Жилкомсервис». Установлены сроки закрытия навигации. В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам на территории республики. С 1 октября закрывается навигация в Анабарском, Верхоянском, Оленекском, Устьянском и Вено-Бытантайском улусах. С 4 октября в Абыйском, Алаиховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском и Мейконском улусах. А с 11 октября закрывается в остальных районах республики, в городе Якутске и в поселке Жатай. Подробную информацию вы видите на ваших экранах. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.
На подземном руднике «Удачный» готовится к плановому ремонту. Начнется он с 12 октября и продлится 10 дней. Такие сроки ставят себе горняки. За это время здесь отремонтируют дробильно-конвейерный комплекс, конвейерную ленту и шахтные подъемные установки. В период ремонта добыча установится лишь на 2 суток. В остальное время предприятие будет работать с уменьшенной нагрузкой. В этом году на руднике имени Федора Андреева планируют добыть 4 миллиона 50 тысяч тонн руды. А своевременный ремонт узлов позволит повысить надежность оборудования. Следует отметить, что я указал период с 12 по 22 октября, но опять-таки амбициозной задачей или неотъемлемой составляющей именно работы команды в целом нашего рудника – это сократить этот период простоя, то есть амбициозная цель – 8 дней. Благоустроенный сквер для отдыха и занятия спортом появится в Ньюи. Наслек принял участие в конкурсе по отбору проектов благоустройства общественных территорий и в числе 11 улусов вошел в список получателей субсидий. Проект уже готов и прошел госэкспертизу. В 2022 году начнется строительство. Сквер появится на пересечении главных улиц села. Это Центральная, Октябрьская и Школьная. Согласно проекту, здесь появится зона отдыха, воркаут, соответственно, уличные тренажеры и спортивная площадка. Небольшая аллея с колоннами, на которых будет размещена информация об истории села, и столб, символизирующий Якутско-Иркутский тракт. В летний период по реке Ньюи осуществляются туристические сплавы. Их участники смогут остановиться и ознакомиться с историей одного из населенных пунктов республики. В этом году мы выиграли конкурс в программе «Городская комфортная среда». Это федеральный бюджет, и мы выиграли 10 миллионов. Для этого, чтобы выиграть, нужно софинансирование с района. И районная администрация выделила 5 миллионов 157 тысяч рублей. И поэтому в конце этого года определится подрядчик. Серию музыкальных аудиокниг для слепых и слабовидящих впервые запишут в Якутии. Союз музыкальных деятелей Якутии совместно с филармонией Якутии выиграл грант президентского фонда культурных инициатив, который называется «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих». К концу 2022 года работы должны закончиться. До мая проведут запись, а потом останутся технические процедуры. Планируется запись симфонического оркестра по произведению Александра Пушкина «Метель», творчество поэтов Серебряного века и музыка того периода, а также писатели Арктики с исполнением музыкальных произведений. Победителю 3-го международного конкурса фестиваля хомусистов будет присвоено высокое звание «Хомусист-виртуоз мира». Основной этап состоится 27-28 ноября в рамках декады Дня хомуса. До этого 9 октября в республике пройдет отборочный этап, где 9 лучшим участникам дается право далее показать талант на международном конкурсе. Отмечу, что звание «Виртуоз-хомусист мира» было присвоено 18 лучшим хомусистам. В отборочном туре конкурсанты будут представлять одну композицию, которая заранее подготовленная, основанная на традиционных приемах игры на хомусе, а вторая композиция будет импровизация. Заранее эти темы они не знают, жюри задает сразу тему, и они тут же играют, импровизируют композицию. Работа хобби не помеха. Так считает Алина Бухалова. Она машинист подъемных установок и кондитер. На кухне она как дома и все делает с любовью. Пряники, да. Пряники все на Ленинградском. Они все там? Да. Все ясно. Спроси на улице, и тебе ответят, что пряники, эклеры и тортики можно попробовать здесь, у Алины Бухаловой. Кондитерское дело – хобби. Женщина работает машинистом подъемных установок на руднике «Интернациональный», а любовь к выпечке у нее с детства. Вкус этих кондитерских изделий теперь знают многие мирницы. Все-таки все мы делаем с любовью, стараемся от души, от сердца это делать. Мы не стоим на месте, мы стараемся двигаться вперед, мы изучаем новые тренды, мы изучаем новые пожелания клиентов и идем в эту сторону, в этом направлении. Для каждого изделия своя технология и время приготовления. Испечь бисквит – дело 30-40 минут, а вот сборка торта может затянуться от 1 дня до 3. Немало сил требуют и нежные эклеры. Загрузили ингредиенты в дежу, соль, вода, сахар,
и масло. Поставили Cooking Chef и нагреваем до 99 градусов. Все ингредиенты отправляются в Cooking Chef. Машина работает самостоятельно. Так процесс идет быстрее. Но сразу начинать начинку эклеры нельзя. Нужно подождать. И делать это вручную, как и многое другое. Здесь Алина не обходится без помощи семьи. Все же совмещать две работы – дело нелегкое. Мне очень хорошо помогает моя семья, и поэтому я думаю, что это тяжело, это тяжелый труд, это нелегкий труд. Но это труд, приносящий радость, и не только радость людям, это труд, приносящий радость и мне. Вот и получается, что вкус выпечки зависит не только от технологии приготовления, но и от любви, которую вкладывает в нее кондитер. Карина Лопатина, Кирилл Шоухов, телеканал «Алмазный край». Ну и в завершении выпуска новости спорта. Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будут продавать только жителям материкового Китая. Их будут продавать зрителям, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Конкретные требования к этим мерам обсуждаются и разрабатываются. Также все атлеты и участники игр, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса по прибытии, будут направлены в пузырь. Непривитые участники игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Дела спортсменов, которые предоставят обоснованное медицинское освобождение, рассмотрят отдельно. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, что недавние летние Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей. К этому часу это все новости, но наши корреспонденты продолжают следить за событиями. Оставайтесь с нами.